Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Еще больше амбициозных задач для будущего страны. 7 мая прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. 20 лет со дня большой трагедии. В Чеченской Республике прошли религиозные обряды и благотворительные акции в память об Ахмате Хаджи Кадырове. Вечная память героям Великой Отечественной войны. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло мероприятие в честь Дня Победы. Орденом мужества Кадыров Хамзат Зелимханович, помощник главы Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. خلق ولن وشدال خاستن بو أس خلق أن يقع مؤمن نحقلن وشدال خاستن بو أس مؤمن نخدقنش إيمان شخصين وشدال خاستن بو أس مؤمن نخن يقر قست نرشه خرجين وشدال خاستن بو قست نشملش برهون ألشه ديل يرشن عليه الصلاة والسلام مؤمن نخن يقر قست نرش إشبعونه أجر حلخره دال دحل إشبعشه Угур халхара ишдал дахал бахча, угур халхар цандал гештешбеш бу иш. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Владимир Путин на этой неделе вступил в должность президента Российской Федерации. Инаугурация традиционно прошла в Андреевском зале Кремля. В числе почетных гостей церемонии был и глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Присутствовали также депутат Госдумы Адам Делимханов и советник президента России по вопросам изменения климата Абубакар Эдельгериев. Инаугурация президента транслировалась в прямом эфире, за которым наблюдали миллионы людей не только в нашей стране. В 12:00 по московскому времени избранный большинством голосов глава российского государства Владимир Путин вошел в Андреевский зал, где и принес присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Интересы и безопасность народа всегда будут на первом месте, подчеркивает Владимир Путин. Граждане страны поддержали верный курс, и со своей стороны глава государства сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие людей. Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего.
После принесения присяги Владимир Путин вышел на Соборную площадь. Там он провел смотр президентского полка, который отмечает свой 88-й день рождения. Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка полковник Сурайгин. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка. Завершилась торжественная церемония маршем и артиллерийским салютом. С этого момента началась новая глава в истории России. Итак, музыка, знакомая каждому, «Славься» композитора Михаила Глинки из заключительной сцены оперы «Иван Сусанин» редакции 1836 года. Сочинение по-настоящему удивительное. В нем и русская народная интонация, и могучий заряд оптимизма. На важном для всей России событии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров, депутат Государственной Думы Адам Делимханов, советник президента России по вопросам изменения климата Абубакар Эдельгериев и множество других почетных гостей. Чеченский лидер поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента страны. Президент вступил в должность, и дальше мы будем сейчас продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО, и новые будут результаты там, и в экономическом плане у нас все отлично там, и нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, но ни к чему, поэтому я абсолютно не волнуюсь там и не переживаю, да. Пока есть лидер, да, за ним идти это одно удовольствие, да. Поэтому я поздравляю нас всех, не только граждан России, и мировое сообщество за то, что есть в мире такой лидер, который может заступить за любой национальность, за любой религии. Поэтому я всех поздравляю с вступлением в должность нашего любимого лидера. России необходим такой сильный и дальновидный политик, как Владимир Путин, подытожил глава Чеченской Республики. Ислам Яшов, Аслан Висхаев. Неделя. В ходе рабочей поездки в Москву глава региона Рамзан Хаджи Кадыров провел ряд важных встреч. Об этом лидер субъекта рассказал в своем телеграм-канале. Главу региона принял руководитель администрации президента России Антон Вайна. На встрече говорили о текущей ситуации в республике и вопросах, требующих поддержки федерального центра. Далее состоялась встреча с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Обсуждались основные вопросы, направленные на повышение уровня развития промышленной отрасли в Чеченской Республике. В Чеченскую Республику доставили Кубок Дубая. Его ранее выиграл жеребец ТУЗ на скачках Голден Шахин. Кубок главе региона передал владелец знаменитого скакуна Хамзат Закаев. Лидер субъекта отметил, что такой успех свидетельствует о том, что развитие конного спорта в Чеченской Республике продолжает приносить прекрасные плоды, открывая новые горизонты. Это важный шаг на пути к укреплению позиции конноспортивного клуба «Ахмат» на мировой арене и подтверждение его спортивного потенциала, добавил Кадыров. С 2007 года мы с Алсеном мечтали забрать этот кубок. Кубок Дубая. И не получилось. У нас сын сделал невозможно. Наконец-то кубок наш. И только начало, иншаллах. Ахмат! Сила! Такбир! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! ТУЗ чемпион! В ближайшее время 30 бронированных автомобилей марки Toyota будут распределены между чеченскими подразделениями в местах их дислокации на территории проведения СВО. Автотранспорт был закуплен на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Боевые машины осмотрел глава республики Рамзан Хаджи Кадыров.
Фонду отсюда составан, а отсюда бою до позиции до дикейт не рога проходимости кюзо броню я так говорил я грузил позиция нахбига дадим да это лазин арва любой грузная условия. Машины полностью удовлетворяют потребности бойцов. Подобный транспорт уже успешно использовался и показал отличную проходимость в условиях СВО, отметил лидер субъекта. В Грозном отметили День Победы. Почтить память героев Великой Отечественной войны во Дворце торжеств Дагуна Амаева собрались глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, представители власти, духовенства и общественные деятели республики. Ряд бойцов наградили государственными наградами. Подробности далее в сюжете. Отметить 79-ю годовщину со Дня Победы во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались глава региона, представители власти и общественности республики. Торжественное мероприятие началось с видеоролика о Великой Отечественной войне. Кадры хроники напомнили о героизме солдат и испытаниях, выпавших на долю страны. В Великой Отечественной войне в первую очередь победил дух единства, который в ходе тяжелого испытания продемонстрировал свою нерушимую прочность при внешней угрозе. С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона. Он поздравил всех с Днем Победы, отметив важность сохранения памяти о героях войны и передачи этой памяти будущим поколениям. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – символ стойкости, мужества и беспримерной преданности народу нашего Отечества своей Родины. Мы безмерно гордимся нашими достойными отцами и дедами, которые спасли мир от фашизма и отстояли свободу нашей страны. В ходе мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров вручил награды. Указом президента страны орденом мужества награжден помощник главы региона Хамзат Кадыров. Кроме того, высшей наградой Чеченской Республики орденом Кадырова наградили майора полиции Расула Пашаева и майора полиции Абжада Мальсагова. А звание Герой Чеченской Республики Онах присвоено майору медицинской службы Тимуру Висетаеву. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждается орденом мужества Кадыров Хамзат Зелимханович, помощник главы Чеченской Республики. Это большая награда для меня, звание Героя Чеченской Республики. Аллах дала алшуэл ом бяхда дал духуахуэл дозалду Ахмад Хаджният я ахьягруэн кида дал муклаха вэй коч бармя ахьягурду вэй дел духат ахвэй ком духа. Глава региона также передал ряду наиболее отличившихся сотрудников государственные награды. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медаль за отвагу и за отличие в охране общественного порядка. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием звезд чеченской эстрады и творческих коллективов республики. Для чеченского народа День Победы имеет особое значение. Тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной, а память об их подвигах бережно хранится в сердцах новых поколений. Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. Ко Дню Победы в Грозном прошла выставка трофейной техники. На центральной площади представили образцы иностранных военных машин, захваченных чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Посетил выставку глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Вход на территорию проведения выставки свободный. Ее смогли посетить все желающие. Ко Дню Победы в Грозном прошла выставка трофейной техники. На центральной площади представили образцы иностранных военных машин, захваченных чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Посетил выставку глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Есть в практике случаи, когда эти трофеи в СВО используются именно нашими бойцами? Мы использовали, потом решили привезти домой, чтобы показать народу, что не только Украина воюет там.
что НАТО обманывает, обманывает, Запад обманывает, чтобы участвовать против России, что вся техника иностранная, есть уже давно на Украине. Раньше сжигали мы и забирали, а потом решили забирать нам, использовать там. И пару техник привезли, чтобы показать, чтобы люди видели, что действительно это придуманная война против суверенного государства России, и что Путин принял правильное решение против этих шайтанов для того, чтобы обезопасить наше государство. Вход на территорию проведения выставки свободный. Ее могут посетить все желающие. Глава региона встретил в своем доме дорогого гостя, известного исламского ученого шейха Хабиба Умара бин Хафиза. Он прибыл в сопровождении муфтия региона Салаха Хаджи Межиева и советника главы республики Адама Шахидова. Гости из Йемена передали Рамзану Хаджи Кадырову подарки, после чего вместе с мюридами шейха Эласханида будет возвышена его святость, они собрались за накрытым столом. 9 и 10 день, что он сингет اليوم التاسع والعاشر من هذا الشهر كان عندنا دائم أيام حزن. يوم غدا وفاة واستشهاد، وجئتم سيدي وأفرحتم وفرجتم عنا، دخلتم السرور في القلب. نحن فرحنا لما كان ذكرى الاستشهاد، ذكرى اللقاء، وذكرى الرضوان، وذكرى مرافقة خير العباد صلى الله عليه وسلم. حقاش دي معي تعمل هالدقيقة اللي خلدت مش ندين ديشتو تاخد ساعة مش ما بيش بالخا عميتي شيء شو خص كتير شيء بو شو وقف شو شابو تهان ديل أيتمسا ديل ريز خلال النيق تحتان اشتوي وقف شقيق شدرش. Сразу после гости и мюриды шейха Эласханида, будет возвышена его святость, объединились в зикре, поминая Всевышнего. После зикра шейх Хабиб Умар бин Хафиз сделал дуа. Религиозные мероприятия были посвящены памяти Ахмата Хаджи Кадырова. На этой неделе исполнилось 20 лет со дня его гибели. ادفع جميع الخطوب وأصلح القوالب والقلوب وتب علينا لنتوب واجعلها دولة هدى ورشاد بخير وإسعاد تنال منك واسع الإمداد تصلح لها كل خاف وباد وتقر بها عين خير العباد وتنشر لها النور في جميع البلاد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. Национальный герой и лидер Ахмат Хаджи Кадыров посвятил всю свою жизнь служению своему народу. Накануне глава региона побывал на могиле первого президента Чеченской Республики. Его сопровождал и всемирно известный исламский ученый шейх Хабиб Умар. На месте собравшиеся прочитали дуа, а после вместе с соратниками совершили зикр. Подробности далее в сюжете. 20 лет минуло с того рокового террористического акта. Сегодня Рамзан Хаджи Кадыров вспоминает, каким мудрым, дальновидным и религиозным был Ахмат Хаджи. Глава региона в сопровождении дорогого гостя, известного исламского ученого шейха Хабиба Умара и соратников, посетил могилу первого президента Чеченской Республики. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Сразу после, вместе с уважаемыми алимами и мюридами, глава региона совершил зикр в доме своего дяди Магомеда Кадырова. Здесь собравшиеся также прочитали дуа. В нем они просили Всевышнего о принятии благих дел Ахмата Хаджи Кадырова и о том, чтобы он стал обитателем рая. В эти дни не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами вспоминают подвиг национального героя. Благодаря его действиям Чеченская Республика обрела мир и благополучие. Ислам Иршов Аслан Рисхаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя».
10 мая – День памяти и скорби народов Чеченской Республики. В этот день глава региона вместе с соратниками посетил мемориал памяти жертв политических репрессий и погибших в борьбе с международным терроризмом. Руководитель региона отметил, что благодаря волевым решениям Ахмата Хаджи Кадырова народ получил долгожданный мир и процветание. Собравшиеся сделали дуа за всех погибших. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Салату вассаламу аля Расулилlah. اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم بحقك وبحق رسولك المصطفى فاتحة. وين دقيق شو الإستورية جيدا سيبيا بلال زمان شاح بلخن بوش بول نايخة والله حلقة دونا نخلخن بوش بول أمش كعبلخن بوش بول ناخة لكن ديكي ديفيزي أول زمان شاح صوت يعني نمت وشتم بول شين هدونا دخلخن بوش بول ناخة هو شنات أمع دخلخن بوش بول ناخة توم تشك بال شو تيها هو براتونيا خاش وش بلخن بوش بول ناخة بري يدونا كنت متقول بين بوك ويدونا هو متاح هو مش متاح دون يق استوري يق هذا دون ويدون عامل على شوي برتيق يقشطون ها إنسان أبوك يداك يقشطون برت دون إنسان واقع جندون دوزن آلها دون ويدون تعبون مش عاس في عبو بالي عبو شو دون أزل بالي دوليل دون مليون مليون شخصي إيش إزل دون تك دون صح برات دون بيشن أربع متيجوش ولا ليرستون برات دون على عايش دون دون دعوات متيجوش بعيش ديز دوش دون وصو دون عاش في القدم دون إيش بالعبو أنا عبد دون شيء دايما كعبوش دون عاش بيش إيش برات عاش بداس دون دون ويدون تبعك أنا وح إذا صوتك دون برات على صوت تبعك نش دون برات ولا شيء ساعة بو لك دون خوش شبكة وتحنا حبير زينة دون لك شيء منصور دين دعوة دون شبكة دون وي يتأش شيء يتأش دون وي ده كان دون لك وش تلوش بولش بتش حلقة دون شيء زيت أنا دون مثلاً شبالكش بتقول نوي دون تيتر ريوان شكل نوي تيتر أول مشتاق نوي دون وي شيء يستر تحنا نقول لي نقطة بشيء جدون هاك شابش تاع إيستنك دون تاع بوق دين مارش داخل نخش الله يردون تغنى وي خلة تاك إيش تاع عوشت ويز وي ألدون أحمد حشبول نقبرها نقشق بلا ألدون تاع عوشت أقوى شيء جدون الحمد لله. Религиозные мероприятия в память об Ахмате Хаджи Кадырове прошли и в родовом селе первого президента. Жители и уроженцы Ахмат-Юрта организовали раздачу мяса для малоимущих, а мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, прочитали зикр в религиозном центре Хаджи-Беш. Жители села Ахмат-Юрт, как и каждый год, проводят благотворительную акцию «Память об Ахмате Хаджи Кадырове». Мясо жертвенных животных получат малоимущие и остро нуждающиеся. شيء سادية سقوش قوم دي خاطر أرابع قوم نقول أقوش قوم لازم شيء كوت شيء بار شيء تي لاتس دغل عمداج وين أخور عمداج دار مولحة بيتو يشات وندارج عمداج شيء عملر ديش شيء قوم تكنيك أولش شنو يشاخوش إسخينا Wist dat we zijn. Het wordt een beetje deel. Het buurt soms deel. Isem laat dus. Laat het deel gelden. Zo zal je het nog van tijd met je haar nog je we patch Ramadan maar het die niels manier nodig. Ahmed Haja خلاص بابا دولة من لات وي ديكنا جديد دولا وين دوقا خاني زريو سون اون هالس دوغش دول حق دول ديشنا شا وكويرتي ماتي خل مديز دقادو داسا دلاحة
سمجر حبال بال وجر كويرت بال بيدا وبرالشة ونخشي قوم Село Ахмат-Юрт – место, где жил национальный герой чеченского народа, и жители населенного пункта особенно бережно хранят о нем память. ودنيا أعمد حاج تاغازت قبل دولتني بعندش ودنيا بركت اليرتيوار ومخكن خلص عاش تأخور شرا دق مخك أحسننا ويرتع دقي ساغنشتو ويرتع بورش بولا أعمد حاجنيق دا أهلكش بيش برق يرت خوي ويرتع ميل بيقو أعمد حاجنيق تاع وي ريمونياحة ريسبوبليكا مساعدو شلو ساغنش مصوچو دقاچوش غيلچنا مالي موشيچانا إش دقاچوردوش. В религиозном центре Хаджибяш мюриды шейха Иласханида, будет возвышена его святость, объединились в зикре. Они взывают ко Всевышнему, прося милости для мусульман всего мира. أم قتي عاوزين شخينة بس قتي انقرة ويموه دايردو تيال انك وانك علم دا مصو سنقت المتعين والزامن شو ويقوم دال بنت هي تمسا أحمد حجوالي وقعدتير دال خلم وربري وتخلش مريح قام دي قدل نخشي قوم يقنع سخن لدول ظلم نخشي ويغيرش نخشي سلت قوم قيقوش بوسل بلش شو بوسل بدات شاش تسعني بوسل مش مبوش صبرش متش كي يقريح اللي يروي أس كي يقري يقير أس حاور زعور يقير صعدا ولقيت شو صعني يقش دوش خلم غربريزة دالش ينقيه يتمسه مصو خلوان فتن أتو يبو دال قران شو أس خلوان فتن دال أتو وين يا غوزيتا ويتين قاتشو دال أحمد حجين سمويل دين الله دل حيق القيتم بل قوم على وقتنا يقول ولرسا سرلو قشيل وروينا. Религиозные мероприятия в память об Ахмате Хаджи Кадырове проходят во всех населенных пунктах. Шамиль Эрсенбиев, Имам Юсупов, Турпал Алханов. Неделя. В День памяти и скорби в правительстве Чеченской Республики провели религиозный обряд жертвоприношения Саах. В нем приняли участие руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галастай Масханов, богословы республики, а также сами сотрудники правительства. Собравшиеся прочитали дуа, а после раздали мясо многодетным и малоимущим семьям. أحمد حجداو عزوت قوبل دولتن إذا أخلان الخلدية بالبلدوخ شتات تنتني حيثني أبخاهيك عزوت يحداخي خلان ويجنتي هو بني ناوستي سانتي ساعة دوخ شتاك ويبوخ تارهيك أرن تديني وينتان гушту. В Грозном в честь 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Гости к ветерану». Представители Федерального агентства по делам национальности России по СКФО совместно с Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики провели встречу с тружеником тыла Керимовым Янсари и передали ему подарки. Представители Федерального агентства по делам национальности России по СКФО совместно с сотрудниками Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики посетили труженика тыла Янсари Керимова. Они поздравили его с праздником и передали подарки. Примите поздравления. Желаем вам крепкого здоровья, самое главное. Кавказского долголетия. Живете на Кавказе. И от нас примите подарки, чтобы в хорошем настроении смотреть парад Победы. Вот. От всей души вас поздравляю. Спасибо большое. В
В этом году Янсаре Керимову исполнилось 95 лет. В годы Великой Отечественной войны он работал на Джамбульской железной дороге в Казахстане, занимался обслуживанием поездов, которые везли продовольствие в зону боевых действий. Условия труда были тяжелые, вспоминает Янсаре. 24 часа. Спать мне не приходилось. Проходило тяжелое время. Об этом все невозможно рассказать. Если не успеть. О сложностях, что пережил Янсаре Керимов в годы войны, также рассказывает его дочь Малика. Занимался, да, таскал тяжелые шпалы, работал, наблюдал за этими, сопровождал этих, как сказать, военнопленных, Квантунская армия, остатки войн там были в Казахстане, распределены они, занимались. Там у них была очень жесткая дисциплина. Их генерал смотрел, если что-нибудь не так кто-то делает, он не кричал, не предупреждал, он сказал «Гэ!», и моментально все выравнивалось. Акция «В гости к ветерану» организована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Домом народов России и является частью проекта СФО. Традиционную инициативу поддерживают представители национальных культурных автономий Российской Федерации. И с глубоким уважением, конечно, даже с каким-то трепетом мы идем поздравлять, потому что от людей, от ветеранов тоже очень волнительно им принимать гостей. Они очень тонко чувствуют это внимание, для них это очень важно. Впрочем, так же, как и для нас, для всех. Регулярную помощь ветеранам и труженикам тыла оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Асхаб Керимов. Неделя. Вице-премьер по социальному блоку Айшат Кадырова посетила учебные заведения и строительные площадки будущих школ. Вместе с министром образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаевым они проверили состояние крупных объектов образования. Подробно расскажет Хавая Дамирова. Вице-премьер региона по социальному блоку Айшат Кадырова вместе с министром образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаевым начинают ознакомительную поездку с посещения Государственного колледжа дизайна, моды, пищевой индустрии и сервиса. Он рассчитан на 650 посадочных мест. В первую очередь они осматривают новый учебный корпус для поваров, построенный на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для сдачи демонстрационного экзамена в Махачкалу ездили каждый год цыгабе условия счет сделал. В прошлом году здесь охайол и котельные и построить за счет средств регионального общественного фонда. Значит, мы здесь построили отдельно вот это здание, полностью его оборудовали, и сейчас это практически гордость колледжа. Здесь готовят поваров, печки, холодильники, все с нуля, термики, все новое, все, что есть, выпечка, как говорится, постарались по последнему слову. После они прошлись по учебным классам и ознакомились с процессом обучения. Айшат Кадырова осталась довольна работой специалистов, а также условиями в мастерских. До строительства данного корпуса наши студенты вынуждены были выезжать в Дагестанскую республику, чтобы там сдавать демонстрационные экзамены. Сейчас же эта проблема решена со строительством этого корпуса. И мы, весь педколлектив и студенты безмерно благодарны региональному фонду за строительство этого корпуса. Комплекс общего и дополнительного образования «Квант» стал следующей точкой. Директор учреждения Абдул Ахьядов провел гостям экскурсию и показал образовательные площадки. Всего здесь 25 направлений. Ведется обучение в области 3D-проектирования, робототехники, журналистики и других дисциплин. Я сегодня сделал этот проект, и он на основе диалога. В основном я использовал эти блоки для диалога. Там используются практически только они, и я вложил не все усилия, которые я мог. Я хотел не до конца сегодня поработать над этим проектом, и в дальнейшем хочу постараться над своим проектом,
чтобы... А в итоге что будет? Итог каким должен быть? Итог должен быть таким, что надо добиваться до своей цели и постепенно это Философский ответ делать. Особое внимание вице-премьер уделила Центру для одаренных детей «Ахмат» и оценила условия проживания. Образовательный центр оборудован всем необходимым. Наши проекты и наши дети именно и в участии в Олимпиадах уже показывают свои результаты. И это показ результатов зависит от того вклада, который я ранее обозначил. Это визит главы республики, это именно внимание главы республики. И также, значит, я хочу сказать, что именно вот в последующем посещении вот таких наших дорогих гостей, как Айшат Кадырова, которые действительно болеют за нашу родину, за наших детей, за наше образование. Проверили ход строительных работ Грозненской общеобразовательной школы на 2500 мест. Она будет состоять из 6 корпусов. Работу планируется завершить до конца текущего года. Кирпичом это дорогой кирпич, и мы считаем, что это достаточно такое хорошее решение. До конца года мы должны школу открыть. Инсария распонгательно зеленая зона. Просто сокращать тумадеша, повалить предложение елчу, подстоянки и несеща. Пытаемся вот в таком формате это сделать. Сейчас объявила студентчик конкурс в одной группе фойеят, и он в национальном стиле сделается. Сейчас мы с молодежью, пока время у нас есть, детальное решение делать. В завершении инспекционной поездки чиновники побывали в специальной общеобразовательной школе-интернат для слепых и слабовидящих. Для Айшат Кадыровой провели экскурсию по новому корпусу. Строительство объекта завершено. Внутри ведутся заключительные работы. Здание состоит из 2 блоков. В нем учебные, административные кабинеты и профильные классы. Также здесь появился просторный актовый зал. Школа давно нуждалась в актовом зале, так как не было подходящего места для проведения крупных мероприятий. Еще здесь планируется построить игровую зону и новую спортивную площадку. Айшат Рамзановна осмотрела и старый корпус школы. Здесь начали работы по капитальному ремонту. Так как детей мы еще пока не отпустили, начали работы по ремонту спортзала и демонтажу облицовки одного из корпусов. После того, как мы отпустим детей, уже будет полноценная работа по замене коммуникаций. Сфера образования претерпевает благоприятные изменения. Все это за счет личного контроля главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Хава Айдемирова, Адам Яхьяев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном подвели итоги конкурса на лучшее чтение стихотворения Мусы Бухадиева. Конкурс был объявлен главой республики Рамзаном Хаджи Кадыровым. Мероприятие посетила заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Кадырова, которая и наградила победителей. Жительница Чеченской Республики Эльмира Хупиева читает стихотворение Мусы Бухадиева «Е гора курак энти». Вдохновившись ее выступлением, глава региона Рамзан Хаджи Кадыров объявил конкурс на лучшее чтение этого стихотворения, где главный приз – 1 миллион рублей. Эльмире также разрешили участвовать, но с условием, что она перечитает саму себя. Председатель, заместитель Кадырова Айша. Подвести итоги конкурса собрались такие почетные гости, как заместитель председателя правительства по социальному блоку Айшат Кадырова, помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр образования и науки Хожбау Дедаев, писатели и деятели искусства. ويمسك خلاص يا حق ويموت بيصغير تربو ويغلق دوز غير تربو ويغلق موت خير دوز سان دوز الخير تربو وصدي سنو مشتغلنا خلق وبعوش توين قيصة مخدن بركل ديريس والبوغويد أخويو بخن شمسنا بركل ديريس والبوغويد. Конкурс вызвал большой ажиотаж. Было представлено более 1000 работ, притом не только из Чеченской Республики, но и из других регионов России и стран. После тщательной проверки отобрали 200 претендентов. В тройку финалистов вошли Абубакар Хастамиров, Сурьяна Цуцаева и Эльмира Хупиева.
В торжественной обстановке результаты конкурса объявила Айшат Кадырова. 3-е место получила Сурьяна Цуцаева, 2-го места удостоился Абубакар Хастамиров, а 1-е место заняла Эльмира Хупиева. Муса Абухадиев написал это стихотворение еще 20 лет назад с целью показать читателям красоту, уникальность и богатство чеченского языка. Победительница конкурса Эльмира Хупиева получила 1 миллион рублей, а занявшим 2-е и 3-е место вручили ценные призы. Финалисты поделились своими впечатлениями. Честно говоря, я была уверена, что будут чтецы лучше меня. Вот прям уверена была. И посмотрев именно вот эти ролики, ничуть не отличаются от меня. И вообще мне не, они мне не уступают. что участвовать, да. Хал харметик цабак нас отчаивать садо. Когда дал мола вокл шесть, хал харметик вокрбо. Такого рода конкурсы способствуют сохранению и развитию чеченского языка, что является приоритетной задачей руководства республики, отметили на конкурсе. Халимат Шахидова, Адам Яхьяев, Асхаб Керимов. Неделя. 2024 год в Чеченской Республике объявлен годом культуры и вежливости в медицинских учреждениях. Об этом на заседании коллегии Министерства здравоохранения объявила заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадырова. Также объявили о кадровых перестановках. Так, сразу в нескольких медучреждениях поменяли главврачей. Заседание коллегии Минздрава начинается с благодарственных слов в адрес заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики. Министр здравоохранения Адам Алханов благодарит Хутмат Кадырова за вклад в развитие системы. Хочу выразить благодарность Хутмат Кадырову за ее поддержку и вклад в развитие системы здравоохранения. Мы всегда чувствуем вашу поддержку. В свою очередь, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова отмечает, что медицинские учреждения региона обеспечиваются всем необходимым благодаря всесторонней поддержке со стороны главы Чеченской Республики. Как мы знаем, главной целью здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья населения. Благодаря постоянной поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наша система здравоохранения успешно справляется с этой задачей. В прошедшем году были улучшены основные показатели здоровья населения. Регулярно открывают современные больницы, имеющиеся медучреждения оснащаются новейшими оборудованиями. Приобретается техника для более оперативной работы. Однако на достигнутых успехах мы не должны останавливаться. Впереди огромный фронт работ, и нам необходимо объединить все наши усилия и знания, чтобы здравоохранение слаженно и четко работало, чтобы пациенты ощущали на себе результаты этой кропотливой и очень важной работы. Уверена, благодаря профессиональному взаимодействию мы справимся с любой задачей. Адам Алханов объявил о кадровых перестановках. Хотелось бы представить своих новых заместителей и обозначить их зону ответственности. Это Хасиева Хэди, она будет курировать службу материнства и детства. И в дальнейшем выстраивать работу именно по материнству и детству с ней. Гарбеков Турпалали будет курировать реализацию терпрограммы вопросов ФОМС и нацпроекта. Также хотелось бы представить своего помощника Алиева Исмурада, который будет наделен соответствующими полномочиями по вопросам организации медицинской помощи населению. Что касается руководителей учреждений. Новым руководителем Республиканского перинатального центра назначен Налаева Неби. Дегаева Мария переведена на менее ответственное место в работе вспоможения. С сегодняшнего дня еще у нас руководитель Республиканского наркологического диспансера будет Эсуев Сайд Айли, который положительно зарекомендовал себя на предыдущих местах работы.
Новым главным врачом детской клинической больницы номер 2 города Грозный назначен Кадиев Мурат. Ранее руководил отделом ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Минздрава Чеченской Республики. Его предшественник Ятуев Магомед переходит на другое место работы в системе здравоохранения. Еще у нас утверждена должность главного врача Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ханбиева Межидова Лиза, который исполнял обязанности руководителя данного учреждения. Также освобождена от занимаемой должности главный врач Грозненской центральной районной больницы Батыжева Дагмара. Новым главным врачом назначен Исаев Назарбек. Ранее исполняющим обязанности Республиканского экологического диспансера. Жители Чеченской Республики стали жить дольше. Это говорит о высоком качестве медицины, отмечает в докладе заместитель министра здравоохранения Алан Гадаев. Растет рождаемость, а детская смертность на низком уровне. Численность населения на 1 января 2023 года составляла 1 533 209 человек. Сельское население 62%, городское население 38%. На этом слайде это достижение национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни Чеченской Республики. Это стратегическая цель президента Российской Федерации. Все, что мы делали, все, что мы проводили, правосмотры, диспансеризация, стационарное лечение, все идет увеличение продолжительности жизни. Заболеваемость ОРВИ и ковидом также снизилась, отмечает руководитель Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева. В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года заболеваемость ОРВИ и ковидом снизилась в 1,7 раза. Это очень хороший показатель, в то же время как количество населения, которое вовлечено у нас в процесс иммунизации, количество вакцинированного как взрослого и детского населения увеличилось и в процентном соотношении, и в качественном отношении. Хотелось бы поблагодарить вас за неформальный, ответственный подход к здоровью населения, к здоровью жителей Чеченской Республики. Крайне важным остается хорошее отношение к пациентам. Это отмечает Хутмат Кадырова. Она объявила нынешний год годом вежливости и культуры в медицинских учреждениях. Куратор сферы здравоохранения добавила, что будет усилен контроль за жалобами пациентов, и меры будут приниматься серьезные. В завершение хочу сказать, чтобы обратили особое внимание на обращения граждан, которые поступают по поводу грубого, а порой и бездушного отношения к пациентам. Но и будет ужесточен контроль за подобными жалобами и приниматься соответствующие меры. Поручаю каждому руководителю организовать в своем учреждении культуру вежливого отношения к пациенту. Более того, объявляю этот год годом вежливости и культуры в медицинских учреждениях. Завершая встречу, Адам Алханов выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Хаджикадырову и региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджикадырова за постоянную помощь и поддержку системы здравоохранения. Мубина Вахобова, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном прошло мероприятие, приуроченное ко Дню радио. Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты. За высокий профессионализм наградили и сотрудника телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова Адама Арипханова. دقة صدوق إزعون بقدر جزحات قبولة بربرقي قبولة بلور بريتي أولي هند الشح يل مرزوق أقطعم بلغ ثاني يسنحها. Как развивать бизнес, увеличивать число клиентов и привлекать финансы, не нарушая нормы ислама? Об этом говорили в Грозном в ходе форума под названием «Альтернатива». Опытные спикеры поделились своими навыками успешного ведения и продвижения бизнеса. Организована встреча при поддержке Центра развития предпринимательства «Единство». Слушателями стали действующие и начинающие предприниматели, а также студенты вузов Чеченской Республики. За годы своей работы в бизнесе осознал, что на самом деле очень много всего в бизнесе идет из религии. И когда ты находишь подтверждение, ты понимаешь в основе своей, зачем это так. Поэтому я считаю, это невозможно вообще без этого. По мне так, то все должно идти оттуда.
то есть с призмой ислама, в том числе и в бизнесе. Примеры ведения бизнеса по нормам шариата показаны в жизни сподвижников пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, отметили спикеры. Это помогает не только увеличить прибыль дозволенным путем, но и улучшает этическую сторону и повышает доверие со стороны клиентов. Исламский бизнес или исламские финансы или исламскую коммерцию, ее так и называют этические финансы или этический бизнес, потому что мусульманин, он не ограничивается только с запретами или строго обязательными, он еще переходит и на такую ступень, скажем так, как ихсан, что для него, конечно, очень важно. Ихсан – это именно есть и этика, когда он придерживается принципов справедливости, придерживается принципа честности, верности, надежности и так далее. Все это относится именно к этическим основам. И этическая составляющая в исламе, можно считать ее третью ислама даже. Чеченскую республику посетила делегация из Ярославского областного отделения Союза женщин России. В ее состав вошли известные представители отделения. Председатель организации и заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова, посол культуры Анна Рыжик, а также руководитель клуба женщин-предпринимателей Оксана Федорова. После прибытия в Грозный делегацию сопроводили в этнографический комплекс Шира-Юрт, расположенный в селе Герменчук. Гостям провели экскурсию по территории. Сегодня мы побывали в этнографической деревне, так я это назову, макет того образа жизни, который вели жители Чечни в 18-19 веке. Вообще интересный проект, потому что он возвращает нас к своим корням, к своим истокам. И только тогда, когда мы будем знать историю вообще своей страны, своей республики, с родного места, своей семьи, наверное, тогда мы будем действительно настоящими патриотами своей страны. Потому что любить Родину, это же не значит просто ее любить. Мы любим, конечно, мы любим ее и просто, что она наша Родина, но и, наверное, за то, что мы действительно гордимся своими предками, своей культурной историей, своими духовными ценностями. Также гости посетили парламент Чеченской Республики, где их встретил вице-спикер Бекхан Хасбулатов. Он отметил важность укрепления связи между двумя регионами и обмена опытом в различных сферах. Также вице-спикер рассказал собравшимся о роли первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в становлении мира в регионе. В завершении участники встречи обменялись памятными подарками. Человек, который отдает себя народу, служит народу. Вот таким был первый президент, покойный Азбазов Тлобунайсин, который в 2004 году, 9 мая, в День Победы, ушел от нас, как правильно сказал Владимир Владимирович Путин, непобежденным. У этого слова есть множество смыслов, и бесспорно главный смысл – его непобежденность в сегодняшней нашей победе. В том, что его сын продолжил то, что было начато его отцом, и к чему стремился чеченский народ. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.